В Ингушетии в Джейрасском районе с 12 августа стартовал международный фестиваль бейсджампинга «Легенды гор-2019» памяти трехкратного чемпиона России по парашютному спорту, всемирно известного экстремала Глеба Воеводина. Начало бейсджампингу в Ингушетии было положено всего несколько лет назад, да и сам по себе этот экстремальный вид спорта сравнительно молодой. В бейсджампинге используется специальный парашют для прыжков с фиксированных объектов. Акроним «Бейс» придумал бейсджампер и видеооператор Карл Бениш, который 8 августа 1978 года на скале Эль-Капитан установил несколько камер и заснял прыжки своих друзей по имени Кейт Лейн, Том Старт, Майк Шерин и Кен Госселин. Сам Карл не прыгал в тот день. Джамперы впервые использовали парашют типа «Крыло» и технику трекинга в свободном падении. Данную дату принято считать днем рождения и началом популяризации современного бейсджампинга. После 1978 года прыжки и их запись на пленку с Эль-Капитан повторялись, но уже не как показательные выступления и съемка трюков, а в качестве развлечения. В 1981 году Карл создает учетный список для всех желающих джамперов, кто имеет хотя бы по одному прыжку со всех 4 объектов, входящих в акроним «Бейс». Номер 1 получил джампер из Техаса Фил Смит. Позже Карл получает номер 4, а его жена Джин Бениш – номер 3. Данный список на сегодняшний день содержит более 1000 номеров. Карл Бениш продолжал также снимать фильмы и выпускать информационный журнал о бейсджампинге. Прародителем бейсджампинга является парашютный спорт, однако в отличие от прыжков с парашютом из летательных аппаратов, бейс-прыжки совершаются с намного более низких высот и падение происходит в непосредственной близости от объекта, с которого прыгает джампер. Из-за небольшой высоты скорость падения при выполнении прыжков очень редко достигает таких скоростей, как в парашютном спорте. Опытному парашютисту рекомендуется раскрывать свой парашют на высоте не ниже 600 метров. В этом случае при средней скорости падения 195 км в час он достигнет земли примерно за 11 секунд. Большинство бейс-прыжков совершается с высоты ниже 600 метров. Свободное падение до земли с объекта высотой 150 метров будет длиться около 5 секунд. Чтобы такой прыжок закончился успешно, джамперу необходимо вовремя раскрыть парашют. За такое короткое время скорость падения не успеет сильно развиться, и раскрытие произойдет на скорости в 2 раза меньшей, чем скорость падения в классических прыжках с парашютом. Парашют должен открываться очень быстро. Обычная парашютная система не предназначена для бейс-прыжков, так как требует для ввода в действие высоты 100-200 метров, в то время как парашют для бейса 15-40 метров.
Бейсджамперы используют специально разработанное оборудование – парашюты, парашютные ранцы, большие вытяжные парашюты. Обычно вся парашютная система в сборе имеет лишь один основной парашют и не имеет запасного. Он не предусмотрен, так как обычно прыжки осуществляются с низких высот, и времени на использование запасного парашюта недостаточно. Кроме того, в бейсерских парашютных системах не предусмотрено использование страхующих приборов. Разница существует и в площадках для приземления. В классических прыжках парашютисты приземляются на специально отведенную для этих целей площадку. Обычно это большое поле. В бейсджампинге приземление, как правило, производится на сильно ограниченные площадки и требует серьезных навыков пилотирования парашюта. Парашютист заходит в самолет, ждет набора заданной высоты, потом прыгает, а новички ждут также и сигнала для прыжка. Перед бейс-прыжком джамперу, возможно, предстоят часы трудного подъема, техничного лазания или восхождения. Такие подъемы требуют серьезной физической подготовки и дополнительной смелости. Все это ждет покорителей небесных просторов Ингушетии. Этот спорт для настоящих экстремалов, тех, кто не боится пощекотать себе нервы. В его популяризации не последнюю роль сыграли средства массовой информации. Благодаря освещению СМИ всего за несколько лет бейсджампинг превратился из альтернативы парашютному спорту в самостоятельную дисциплину. К слову, спортсмены не просто спускаются с внушительных высот в своих причудливых костюмах, но и выполняют сложнейшие трюки. Они с легкостью пролетают всего в нескольких сантиметрах от выступов или протискиваются в небольшие просветы между скалами. Ну как легко, может это и выглядит просто, однако на деле нужно немало опыта, чтобы рассчитать безопасное расстояние до объекта и пронестись прямо мимо него. Любая ошибка здесь может быть фатальной, именно поэтому всем начинающим рекомендуется тренироваться с сертифицированными тренерами, прежде чем прыгать самостоятельно. В этом спорте есть масса тонкостей и нюансов, незнание которых может привести в лучшем случае к серьезным травмам. Первое время после прыжка бейсджамперы свободно парят, лавируя среди объектов. После этого они раскрывают свои крылья, которые и позволяют им выполнять всевозможные трюки. Опытные прыгуны могут пролетать в непосредственной близости от всевозможных объектов или между скалами. Когда до земли остается совсем немного, спортсмены открывают свои парашюты и плавно приземляются. Во время падения они могут разогнаться до 200 км в час и больше. Однако же вернемся в Ингушетию. Всероссийский фестиваль бейсджампинга «Легенды гор» для нашей республики стал уже традиционным. Первооткрывателем гор Ингушетии для бейсеров стал всемирно известный экстремал Глеб Воеводин, в честь которого и назвали фестиваль. В 2019 году традиция продолжилась. Накануне старта фестиваля для спортсменов, приехавших в регион, провели экскурсию по местным достопримечательностям. Для участия в фестивале в Ингушетию прилетели лучшие бейсджамперы России, ближнего и дальнего зарубежья. Сегодня мы встречаем гостей, участников фестиваля, международного фестиваля по бейсджампингу. Этот фестиваль у нас проводится не в первый раз. В этом году приехали иностранцы к нам, два бразильца, один итальянец и представитель Турции еще должен доехать. В данном фестивале принимают участие в этом году более 23 человек. Это жители нашей страны, Москва, Московская область, Киров и так далее. Регламент нашего соревнования – это биатлон, цейлон. Если погода позволит, мы поедем в Нипялинг. И заключительный этап у нас будет 18 числа. На этом, ваше согласие, мы планируем проводить заключительные прыжки и закрытие нашего фестиваля.
Такие турниры Министерство спорта проводит ежегодно. Помощь в организации также оказали и бейсджамперы клуба «Легенды гор». Всего в фестивале примут участие более 25 спортсменов, среди которых представители Москвы, Кирова, Рязани, Курска, Санкт-Петербурга, Италии, Бразилии, Турции и других стран. После приезда гостям организовали экскурсию на одну из достопримечательностей – башню Согласия, где 18 августа пройдет заключительный этап прыжков со 100-метровой высоты. Самое интересное, как они приглядывают за детьми. Тогда, знаете, простыни не было, конечно же. Туда было сено, ложился ребенок, потом делалась специально такая ткань из войлока, да, и привязывали этого ребенка к этому колыбельке, чтобы вокруг ног и вокруг туловища, чтобы он оттуда не вываливался. Вверх к точке, откуда они прыгнут в бездну, спортсмены поднимались полчаса. Основное время заняли интересные, в то же время и исторические рассказы гида. Некоторые предполагают, что именно этот вид животных переняли именно от скифов, поскольку у них тоже были своеобразные такие статуи, там, посвященные разным животным и так далее. Даже они их не пошли носить такие, знаете, шлемы, напоминающие оленей. Очень душевно, очень хорошо. Нас кормили арбузом, показали город, окрестности. Здесь очень красиво. Очень понравилось. Видите, на самом деле замечательный экскурсовод, очень интересную информацию рассказывает, и история вашей республики очень интересна, хочется узнать больше. Хотелось бы послушать еще. Поход на башню никого не оставил равнодушным. Фабио Кальдани в нашу республику приезжает первый раз. Сам он родом из Италии. Признается, что шикарный вид, открывшийся ему, оставил в душе бейсджампера неизгладимые впечатления. So this is my first day here. We arrived like some hours ago, and the place is very different from Italy, and the people and also the place is different, but it's very beautiful and seems like very interesting. It's just on the first day, so we'll see in the next day what will happen. For now, it's very interesting. Это его первый день здесь. Он говорит о том, что это место очень отличается от Италии, но ему очень здесь нравится. Он считает, что здесь очень красиво. Вот, и он ждет дальнейшей поездки, чтобы у него сложилось более полное впечатление уже от гор и от людей. В общем, ему все очень здесь понравилось сегодня. Основная цель экскурсии по историческим местам до открытия турнира – ознакомить приезжих гостей с жизнью и бытом наших предков. Годом становится, конечно, интереснее, разрабатываются новые программы, соответственно, модернизируются миксюты, это те костюмы, в которых мы. Соответственно, у нас появляется больше возможностей, мы открываем больше мест в горах, можно совершать прыжки, и расширяется количество участников. В этом году фестиваль уже стал международным, к нам приехали гости из Турции, Бразилии, Италии, в том числе. Показательные прыжки профессионалов будут проходить с горы Цейлом, Меатлом и Ний. Программа фестиваля в зависимости от погоды на месте прыжков будет варьироваться. 12 августа наши гости совершили свои первые прыжки. Бейсджамперы – народ нетерпеливый. Вместо того, чтобы спокойно дожидаться официального открытия фестиваля, эти ребята поднялись на гору Цейлом. Не терпится совершить прыжки. 2 годами ранее на эту гору взбирались альпинисты. Теперь же черед покорителей небесных высот. После 5 часов подъема томительное ожидание. Когда же облака рассеются и можно будет прыгать. Недолгий промежуток времени между очередным наплывом облаков и ясным небом постарался поймать первый бейсджампер. Некоторые из этих ребят в Ингушетии не в первый раз. За десятки секунд полета они успевают окинуть взглядом больше великолепия, чем многие другие за всю свою жизнь. Для них бейсджампинг не просто хобби, это смысл жизни.
участники бейсджампинга знают, вы в Ингушетии уже не в первый раз. Расскажите, как все складывается пока что. Сегодня будет открытие, сегодня у вас первый прыжок. Да, сегодня мы прыгнули первый раз, поднимались около 5 часов, вот, и попали в облако, просидели там пару часов, наверное, как минимум. Ну, как видите, погода разгуливается, мы прыгаем, а ребята еще, человек 7 там сидят, ждут. Вот так, все, позитивненько. Есть ли у вас какая-нибудь вершина в Ингушетии, которую вы можете назвать, ну, сказать, что любимой, более... Цейлам, мне Цейлам. А почему есть такая вершина? Ну, тут интересные вообще перепады, линии можно разные лететь, можно уйти просто в свободное пространство, можно пролететь рядом со скалой. Вот, очень интересное место. Погода в горах очень коварна. Эти слова участники фестиваля не устают повторять. Но если фортуна вам улыбнется, то многочасовое восхождение будет совершено не зря. Ощущение свободного полета в горах стоит любых усилий, затраченных на поездку. Дмитрий, расскажите, пожалуйста, как сложился сегодняшний прыжок? Немножко подождать все-таки пришлось пока. Да, мы забрались, там было облако висело, но, в принципе, сейчас еще немножко остатки его остаются. То есть, как бы, прыжки были под угрозой, но в целом все получилось. Вот сейчас уже вообще растянуло. Я думаю, сейчас получатся нормальные рабочие прыжки. В целом, как думаете, пройдет вообще весь фестиваль? Мы будем надеяться, что все прошло безопасно. Все получили массу удовольствия, как и зрители, так и участники. А вы первый раз в Ингушетии или уже? Нет, уже не первый раз. Поэтому езжу сюда постоянно, мне здесь нравится. Классные горы, природа. Ну и, конечно же, люди хорошие. Есть какая-нибудь вершина, которую вы бы выделили, с которой приятнее прыгать все-таки? Ну, на данный момент я не могу. Мне нравится очень Цейлам. Пока вот такая самая, даже, по-моему, во всей России такой нет. То есть по качеству, высоте и так далее. Когда все бейсджамперы наконец приземляются, объявляют официальное открытие фестиваля. Ингушетия – уникальный край, где древние башенные комплексы отлично гармонируют с величественными горами. Участников и гостей фестиваля приветствуют представители Минспорта региона, организаторы соревнований. Кто-то из вас уже бывал здесь, кто-то впервые. Я в любом случае желаю всем удачи, успехов в спортивной карьере, в росте спортивном. Чтобы все задуманное свершилось. Будем очень рады видеть вас вновь на нашей гостеприимной земле. Удачи всем. На первых фестивалях участников было совсем мало. А сегодня, помимо спортсменов из разных регионов России, у нас несколько гостей из других стран. First years they have been very few jumpers. But today, besides jumpers from different parts of Russia, we also have participants from different countries. В течение этой недели мы планируем прыжки с двух основных вершин – Цейлам и Мятлам, а также с новых вершин этих живописных гор. During this week, we're going to jump off two main cliffs here, Ceyloam and Matloam, and also a couple of new cliffs. В Ингушетию приехали не только бейсджамперы из регионов России, но и гости из-за рубежа. So, like to me, because the mountain, only mountain have a different exit point. So, or in Italy or in Russia, for me it's different. But with now, I stay in Russia because I want to know the Russian mountain, the Russian people, and what the people live here. Он сказал, что он сейчас здесь в России для того, чтобы, то есть горы более-менее везде одинаковые, но он сейчас здесь в России, чтобы узнать эти места и русских людей, и ему это все очень интересно и нравится.
Старт фестивалю дан, и участники могут набираться сил перед прыжками. Во второй день фестиваля бейсджамперы будут прыгать с вершины Столовой горы, а затем, в зависимости от погодных условий, выберут еще одну высшую горную точку Ингушетии, с которой можно будет окинуть взглядом почти весь Северный Кавказ.